Я рада приветствовать вас со сцены театра оперы и балета, где через несколько минут начнется конкурс красоты «Мисс Якутия-2000». Поговаривают, что по зрелищности этот конкурс превзойдет все предыдущие. Возможно, такое мнение продиктовано тем, что на «Мисс 2000» набралось наибольшее количество участниц, их аж за 20. Также в газете было написано, что на сцене будут сооружены ледовые фигуры. Пока я их не вижу, но если будут они сооружены действительно, то как бы девушкам холодно не стало. Однако накал страстей и борьба за самый первый, за самый высокий титул обещают быть нешуточными. Билет, могу добавить, что билет входной стоит 400 рублей, а взнос для каждой участницы обошелся в 5000 рублей. Ну что деньги? Это же мелочи жизни, когда речь идет о красоте женской. А вот члены жюри перед началом конкурса. Обстановка показалась нам весьма серьезной. Оно и понятно. Если зрители приходят на этот конкурс с желанием получить эстетическое наслаждение, то для членов жюри это прежде всего работа. Александр Григорьевич Подголов, председатель жюри конкурса «Мисс Якутия-2000». Александр Григорьевич, вот сколько я наблюдаю, мне кажется, что состав жюри мало меняется. И в этом, наверное, есть свой смысл, потому что вы становитесь профессионалами и, в общем-то, руку набили, и работаете каждый раз четко, ясно. Да, основной костяк членов жюри не меняется, и он уже сформировался уже на протяжении 5 лет. Это вот около, примерно 7-8 человек, которые участвуют постоянно, и поэтому нам это позволяет уже работать четче по сравнению с теми первыми годами, когда мы оценивали не только впечатление каждого человека, ведь у каждого уже вкусы разные, то сейчас, уже зная, какие девочки у нас участвуют в российских конкурсах или в азиатских, то, соответственно, мы отталкиваемся и от этого, чтобы наши девушки не просто так съездили, а для того, чтобы они могли бороться там и за звание. Чему доказательство участия наших всех девушек в различных конкурсах красоты и обязательно получение каких-либо призов. Мы выбираем красавицу столетия, тысячелетия. Возможно, это налагает какую-то ответственность. Как вы думаете? Что-то не задумывался. Ладно, сейчас обязательно об этом задумаюсь и почувствую весь груз ответственности. В гримерных тем временем атмосфера была самая накаленная. Девушки делали последние штрихи, мысленно готовили к своему первому выходу на подиум. А тем временем мы решили потихонечку знакомиться, наводить, что называется, мосты. Меня зовут Лысенко Юля, я представляю Хангаласский УЗ, поселок Максоголовка. Я из города Якутска, меня зовут Таня Каракулова, я представляю фирму Мэкс. Вы себя-то красавицами ощущаете или нет? Ой, я даже не знаю, вот сейчас так трудно сказать об этом. Все опаздывается, все затягивается, ничего не готово у меня совершенно. Ну да, с какой-то степени. Волнуетесь? Не очень. А почему? Откуда такая уверенность? Не знаю. Раньше я участвовала в разных конкурсах. То есть как бы это привычно уже, да? Да. В свободное время я люблю играть в баскетбол. Еще по вечерам я обычно пишу стихотворения. Правда, что ли? А можете что-нибудь нам прочитать? К сожалению, я их пишу ночью, поздно, когда уже засыпаю, и поэтому я сейчас не могу ничего вспомнить. Примерно предполагаете, кто выиграет, кто станет красавицей первой? Очень нравится Женя Корнилова. Очень нравится. Я думаю, я очень сильно болею за нее. Вы чем увлекаетесь, Лена? Я сейчас делаю большой акцент на учебе, так как я выпускной класс. Из-за этого практически даже свободного времени у нас нету. А так люблю читать журналы, слушать музыку. Выпускной класс, да? Угу. И куда будете поступать? Наверное, что-нибудь с математикой. Меня зовут Татьяна Габышева. Я представляю Якутский государственный университет. Какой факультет? Факультет иностранных языков. До этого где-то участвовали? Нет, я нигде не участвовала. Впервые принимаю участие в таком конкурсе, такого масштаба. Почему вы решили принять участие? Мне кажется, что я готова к этому конкурсу. То есть
мне уже нужны были такие испытания. Да? Да. Чувствуете, да? Ну вот это ваше участие, как вы думаете, изменит в какой-то степени вашу жизнь или нет? Конечно, изменит. Мне кажется, что этот конкурс одна из больших вех моей жизни. Да. Ага, ну что, уже зовут? Успехов вам. Давай идем. Итак, конкурс традиционно начинается с выхода участниц в национальных костюмах. Этот тур имеет большое значение еще и потому, что девушки представляются перед зрителями и членами жюри. Добрый вечер. Меня зовут Люда Васильева. Я представляю Алданский улус. Мне 16 лет. Учусь в 11 классе. У меня разносторонние интересы. Я являюсь призером неоднократных улусных и республиканских олимпиад. Увлекаюсь спортом. В свободное от учебы время занимаюсь в этнофольклорном танцевальном коллективе «Энникен», а также в вокальной группе «Дуаран». В этом году я удостоена титула «Мисс Салкандор 2000». Добрый вечер, дорогие гости и уважаемое жюри. Я рада приветствовать вас на этом чудесном празднике красоты. Я Протопопова Саяна. Окончила Московский экстерный гуманитарный университет по специальности экономист-финансист. В настоящее время работаю в Устьянском финансовом управлении. В этом году я завоевала титул «Мисс Яна». Добрый вечер, дамы и господа. Меня зовут Гея Слепцова. Я представляю Устьянский улус. В этом году я завоевала титулы «Мисс Национальный костюм», «Мисс зрительских симпатий» и первую вице-мисс Яна 2000. В настоящее время работаю учительницей сельской школы. Я Алена Орлосова, ученица 11 класса Чернышевской средней школы. Мне 16 лет. Я удостоена титула Карачай-Мако и Туяра-Мако в Сунтарском улусе. Меня зовут Екатерина Шадрина. Мне 19 лет. Я учусь в Арктическом государственном институте культуры и искусства на факультете исполнительских искусств. На этом конкурсе я представляю Намский улус. Меня зовут Мария Винокурова. Мне 19 лет, работаю в торговом центре Айталы. В этом году я удостоена титула «Мисс Нюрба 2000» и в Сунтарском улусе в юбилейном успехе Сергея Афанасьевича Зверева «Краса Олонхо». Представляю Нюрбинский улус. Я Лидия Прокопьева. Мне 19 лет. Я студентка педагогического института, отделения дошкольной педагогики и психологии. Я учусь на 2-м курсе. В этом году я завоевала титул «Мисс Интеллект» на конкурсе «Мисс ЕГУ». В свободное время занимаюсь английским языком. В будущем хочу стать логопедом и работать с детьми. Меня зовут Пудова Аня. Мне 16 лет. Я учусь в 11 классе Покровской улусной многопрофильной гимназии. В этом году я стала победительницей Хангаласского улуса, победительницей Олимпиад Хангаласского улуса и конкурсов красоты «Мисс Гимназия» и «Мисс Хангалас 2000». Я Атрошенко Яна, мне 16 лет.
Я обладательница титула «Первая вице-мисс Нерюнгри 2000». Я учусь в средней школе в 10 классе. В свободное от учебы время я рисую и слушаю музыку, люблю спорт и занимаюсь аэробикой. В будущем я хочу стать профессиональной моделью, так как меня всегда привлекал подиум. Я Сыроватская Мария, мне 16 лет. Я представляю инженерно-технический институт. Я и мои подруги очень сильно переживаем, и мы бы хотели, чтобы вы поддержали нас горячими аплодисментами. Спасибо. Меня зовут Таня Каракулова. Я студентка 2-го курса Якутского коммерческого лицея, группы технолог швейного производства. Мне 19 лет. На этом конкурсе я рада представлять фирму МЭК. Добрый вечер. Меня зовут Петрова Даша. Мне 17 лет. Я ученица 11 класса Орлавской средней школы номер 6. Я представляю Мернинский УЛУЗ. Меня зовут Аргунова Полина. Мне 17 лет. Я ученица 11 педагогического класса. Я рада честью представить горный УЛУЗ, где я выиграла титул «Мисс Горный 2000». Меня зовут Ксения Ефимова. Мне 18 лет. Я учусь в инженерно-техническом институте по специальности техник-программист. Меня зовут Юлия Лысенко, мне 16 лет. В данное время я являюсь студенткой 2-го курса Якутского профессионального лицея. Мечтаю поступить в один из московских вузов и реально принять участие в развитии экономики нашей республики. В этом году я стала вице-мисс на конкурсе «Мисс Хангалас 2000». Меня зовут Лена Слепцова. Мне 16 лет. Учусь в 11 классе Белогорской гимназии. В свободное время люблю общаться со сверстниками по интернету. Имея титул «Мисс Обычана 2000», я представляю Абыйский УЛУЗ. Добрый вечер. Меня зовут Мороз Марина, мне 18 лет. Я студентка торгово-экономического колледжа на заочном отделении по специальности юрист-менеджер. Свой путь к будущей профессии я решила проложить с АЗОВ. Сейчас я работаю в магазине. Хотелось бы пожелать всем участницам удачи не только на этом конкурсе, но и в жизни, в любви, в работе и в учебе. Добрый вечер, дорогие гости, а также уважаемые члены жюри. Я Нина Иванова, мне 18 лет. Я студентка 1-го курса Якутского инженерно-технического института. Моя будущая профессия – архитектор-дизайнер. А на этом конкурсе я представляю театр мод АИКО. Меня зовут Елена Лето. Я студентка Якутского государственного университета. В будущем я филолог-преподаватель английского языка и литературы. Свое свободное время я посвящаю книгам, спорту и, конечно, своим друзьям. Также я работаю в модельной студии Image Plus, которую представляю на этом конкурсе. Добрый вечер. Меня зовут Корнилова Евгения. Я студентка 3-го курса гуманитарного отделения Якутского педагогического училища номер 2. В будущем я буду преподавателем русского языка и литературы. На этом конкурсе я представляю театр мод АИКО, и я безумно рада принимать участие в этом чудесном празднике красоты. Меня зовут Пономаренко Елена, мне 17 лет. Я обладательница титула «Модель экстравагантность» конкурса «Топ-модель 99» и победительница улусного конкурса красоты «Мисс Нерюнгри 2000». Я учусь в торгово-экономическом колледже. В свободное от учебы время я люблю заниматься спортом и слушать музыку, рисовать и писать стихи. Нерюнде
Сергей Барджанов. Добрый вечер. Меня зовут Татьяна Габышева. Мне 21 год. Я студентка факультета иностранных языков. Изучаю немецкий и английский, чтобы в будущем способствовать укреплению международных связей нашей республики. Я представляю Якутский государственный университет. Следующий тур – выход в молодежной одежде. Этот тур, на наш взгляд, самый легкий. Девушки выходили на подиум в привычной одежде. Стало быть, особый пафос на сцене не надо было изображать. Говорить, кстати, тоже. Что может быть проще? Третий тур – выход в купальниках. В связи с этим хочу вспомнить первый конкурс красоты 96 года, когда именно этот выход почему-то имел наибольшее воздействие на зрителей и вызвал небывалую шумиху в прессе. Но то, что было вчера зрелищно, сегодня превращается в обыденность. Девушки-конкурсантки 2000-го чувствовали себя на подиуме уверенно, а зрители лишь спокойно наблюдали за ходом действия. Кстати говоря,
последнем конкурсе красоты «Мисс Вселенная-2000» этот тур был отменен. Видимо, организаторы шоу мирового уровня решили, что достоинство участниц можно оценить и иным путем. В частности, акцент был сделан на таких факторах, как обаяние, человеческие качества и интеллект. У нас же тур интервью, где как раз-таки выявлялись внутренние качества девушек, в этом году не был включен в программу по мотивам, о которых можно лишь догадаться. Ну что ж, а эту красавицу зовут Полина Аргунова. Елена Леда. Марина Мороз. Юная прелестница Мария Винокурова. Екатерина Шадрина. А теперь встречаем Марию Сыроватскую. Юлия Лысенко. Искупайте ее в овациях. Встречайте, Дарья Петрова. Следующую конкурсантку зовут Нина Иванова. Яна Атрошенко. Анна Пудова. Следующий дарит нам свое очарование Алена Орлосова. А теперь на нашем подиуме Татьяна Габышева. Женя Корнилова.
Эту участницу необходимо обрызгать овациями. Гея Слепцова. А эту девушку зовут Саяна Протопопова. Елена Пономаренко. Эту юную красавицу зовут Людмила Васильева. Встречайте. И последняя конкурсантка Елена Слепцова. А это тоже рабочий момент. Жюри выставляет баллы. Баллы тут же вносятся в компьютер. По итогам кто-то вырывается вперед, а кто-то остается позади. Ведущие объявляют о том, что 7 участниц выбывают из дальнейшей борьбы. Грустно, конечно, но конкурс есть конкурс. Эти девушки улыбаются, они прошли в полуфинал. Но главные огорчения и победы еще впереди.
Тур за туром конкурс все больше начинает приобретать соревновательный характер. Под замирание сердец юных красавиц объявляют, что, увы и ах, 5 девушек не попали в финал. Кто-то безумно радуется на сцене, что судьба и жюри смилостивились в очередной раз, а кто-то в это время плачет в гримерке. Страсти накаляются. На втором отборе меня отсеяли, можно сказать. Но еще есть призы, я надеюсь, что все будет хорошо. Ты сильно огорчилась? Сначала да. Сейчас меня подбодрили, вроде хорошо все. Алена Алексеева, победительница конкурса «Мисс Якутия» какого года? 96-го. Как это давно было, да? Было давно, 4 года тому назад уже получается. Между прочим, на мой взгляд, это тогда очень хорошо было, интересно. Помнишь, да, накал страстей какой был? Тогда было вообще здорово. Это вот, ну, по моему ощущению, это действительно был конкурс, потому что, ну, красивых девушек было много, вообще девушек было много. Нас тоже, вот как на этом конкурсе было 20, Дураева, Катя. Ой, там вообще очень много. Все разные, все такие красивые. И потом, ну, это вообще может быть, потому что первый конкурс был, поэтому такое вообще волнение, ощущение. Что-то в воздухе витало, да? Да, да. А сейчас вы чем занимаетесь? Это же, я не знаю, это же так банально. Я учусь, я заканчиваю в этом году, да, я на 5 курсе, в этом году заканчиваю учебу. Успела стать мамой? Успела. Дочке сколько лет? В январе 6-го будет 3 года уже. Ну и еще какие изменения хорошие произошли? Вообще все изменения, как бы, они, может быть, и невидимые глазу, они произошли лично вот во мне, внутри меня. То есть я вообще по-другому стала смотреть на разные вещи. Вообще, есть, ну, наверное. Сейчас я студентка 3-го курса Московского государственного университета экономики, статистики и информатики и основное время уделяю учебе. Вас здесь узнают? Ну да, узнают. Ну, имидж поменяли, да? Да, немножко поменяла имидж, но несмотря на это все-таки узнают. А вообще с чем эти перемены связаны, если не секрет? Ни с чем это не связано, просто вот захотелось проэкспериментировать, появилась такая возможность. До этого и вот как бы я была обладательницей титула «Мисс Якутия», поэтому, конечно, не было таких возможностей, чтобы перекрасить волосы, как-то их остричь. Но сейчас появилась такая возможность, я решила попробовать. За конкурсом наблюдаете? Вы знаете, за конкурсом наблюдаю за кулис, поэтому все в суматохе, как всегда. Все бегают, все готовятся, поэтому, конечно, так. Восприятие не настолько, да? Да, восприятие не как зрителя, а как тоже участника этого шоу, этого мероприятия, поэтому, конечно, объективно оценить трудно. Что произошло после конкурса? Скажи, пожалуйста. Ну, в общем-то, так кардинально моя жизнь не изменилась, но разве что я уже закончила школу, поступила в институт, и, в общем-то, все у меня пока хорошо. Какой институт? Московский институт туризма и гостеприимства. Вот сейчас я уже учусь на 2-м курсе, а факультет называется «Социально-культурные сервисы и туризм». И еще чем занимаешься? Ну, помимо учебы, пока ничем. Стараюсь себя не загружать, но я думаю, что с 3-го курса, то есть до следующего года, я уже начну потихоньку работать, наверное. Скорее всего, по специальности. Вот твое участие тогда вот в конкурсе, насколько изменило твою жизнь? Чтобы что-нибудь внесло или же так же и осталось все? Ну, может быть, этот конкурс, вот именно этот день, запомнится мне, наверное, на всю жизнь, и все-таки что-то прекрасное, может быть, что было у меня, чтобы было что вспомнить, я думаю. В общем-то, я не жалею совсем, что я поучаствовала, в общем-то, вот так.
Итак, все туры позади. К сожалению, из-за короткого эфирного времени мы не смогли показать и передать вам всю атмосферу этого шоу. Но смеем заверить, что организаторы постарались на славу. Особо хочется отметить работу молодого режиссера Джоуса Маркова, который смог придать особый рисунок, колорит этому празднику. А пока идет репетиция последнего этапа конкурса, финала. Настроение, как волнуемся. Сейчас будут выбирать мисс Якутия, вице-мисс. Ну, до этого на репетиции ходили же, да, и, наверное, для себя приметили. Кого же можно назвать самой-самой красивой девушкой? Самой-самой красивой? Или вы сами? Нет. Я бы назвала самой красивой девушкой Лену Пономаренко. Вам комплименты часто говорили? Нет. Почему? Не знаю. Может, боятся. Да. Такое возможно, да? Возможно. А почему? Красивых девушек обычно боятся молодые люди. Часто вы слышали комплименты в свой адрес? За свою жизнь или вы имеете вообще. Конкурс? Часто слышите? Часто. И что говорят? Ну, я не буду говорить, это мой секрет. Ну, приятно, да? Да, приятно. Иногда приятно, иногда бывают такие люди, которые бестактные. А вообще, легко ли быть красивой девушкой? Может, в чем-то и нелегко, но мне кажется, лучше быть красивой. Я получила сегодня такой заряд энергии. Я слышала столько аплодисментов в мой адрес. И я, наверное, не огорчусь, если я не займу первое место. Наконец выкатывают на тележках обещанные ледовые фигуры. Надо полагать, со зрительного зала они будут смотреться просто великолепно. А это трон для самой-самой красивой девушки Якутии. Первая мисс Якутия 96, Алена Алексеева. Красота достойна аплодисментов бурных, нескончаемых. Мисс Интеллект Прокопьева Лида. Обладательница приза зрительских симпатий, едва ли не самого дорогого приза, который возможен. Елена Пономаренко, девушка из города Нерюнгри. Самая дружелюбная девушка, мисс Дружба, Татьяна Каракулова. Мисс Фото в этом году у нас будет Слепцова Лена.
Приз для мисс Фото предоставлен Ассоциацией «Подросток». Алена Алросова, мисс Национальный костюм 2000. Приз предоставлен ювелирной компанией «Саха-ювелир». Жюри поработало честно, добросовестно, были бурные голосования. И в результате вторая вице-мисс Якутии 2000 объявлена Габышева Татьяна. А теперь волнительный момент. Мы узнаем имя одной из победительниц сегодняшнего конкурса красоты. Итак, звание первой вице-мисс Якутия 2000 завоевала Лето Лена. Мисс Якутия 2000 стала Корнилова Евгения. Предоставлен предпринимателями ярмарки «Монета». Итак, мисс Якутия 2000 Евгения Корнилова. Самая красивая девушка уходящего тысячелетия. Именно с ней, с этой мисс Якутия, мы войдем в новый 21 век. Поздравляю всех якутян с Новым годом. Желаем им счастья, здоровья. И в новом тысячелетии быть всегда красивыми. И счастья всем! Дорогие друзья, и так стало известно имя первой красавицы нашей республики уходящего тысячелетия. Ею стала Евгения Корнилова. Мне кажется, зря некоторые люди бронят этот конкурс, потому что выйти перед многочисленной аудиторией и заявить «Я есть я, прошу любить меня и жаловать», право, это стоит уважения. Хочется благодарить организаторов конкурса и, конечно же, самих участниц конкурса красоты. И в конце я хочу поздравить вас с Новым годом. Будьте красивы не только внешне, но и душой.